الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Именем Аллаха милостивого, милосердного, всемогущего, царя, властелина, всего сущего нашего Господа, продолжаем изучение Его имен и качеств. На прошлом уроке мы с вами прошли имя Аллаха Аль-Вадуд. Аль-Вадуд. Кто напомнит, что он означает? Ваху аль-Гафуру аль-Вадуд. Любимый и любящий. Да. То есть два значения он дает. Аллах Субхану ва Тааля любящий и любящий своих праведных рабов. И он любимый, его любят его праведные рабы. Сегодня же у нас новое имя Аллаха Аль-Барру. Аль-Барру, которое в Коране приходит всего лишь в одном аяте, в суре Ат-Тур. В суре Ат-Тур, 28 аяте, Аллах говорит: «Инна кунна мин каблу над'ух, иннаху хуаль барру рахим». Вообще, если вернуться вперед несколько аятов, то Аллах Субхану ва Тааля говорит об обитателях рая, которые вкушают плоды, которые ему готованы, и вспоминают те трудности, через которые они прошли. И также они говорят: воистину мы взывали к нему до этого. То есть мы взывали к нему до этого в мирской жизни, взывали к Аллаху. Воистину он Аль-Барру и Ар-Рахим. Он Аль-Бар, Аллах он Аль-Бар, и он Ар-Рахим. Имя Аль-Бар образуется от арабского слова бир, Аль-Бирру, Аль-Бирру, что в переводе означает правдивость и благочестие. Правдивость и повиновение, даже так. То есть с арабского языка Аль-Бир, правдивость и повиновение. И также Аль-Бир означает добродетель, оказание доброты и помощи, как сказал об этом Аль-Куртуби. Что же касается в отношении Аллаха Субханаху ва Тааля, то имя Аль-Бар мы можем перевести на русский язык как добродетельный. Добродетельный. То есть он тот, который оказывает своим рабам добродеяние, добродетелен по отношению к своим рабам. И добродетель Аллаха Субханаху ва Тааля, ее можно разделить на две части. Это всеобщая добродетель, всеобщая ко всем своим творениям, животным, ангелам, джиннам, людям, вне зависимости от их вероисповедания, греховности, благочестивости. Аллах, он Аль-Бар, добродетелен по отношению ко всем в одном отношении. Как в этом в Коране Аллах так говорит: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. И мы почтили сыновей Адама, и мы даем им возможность передвигаться на суше и на море, открыли им пути передвижения на суше и на море, и наделили их благими, наделили их благом, ни'ма, нигмат, прям благодеяниями, благими вещами, едой, питьем, одеждой и всеми теми благами, которыми мы пользуемся. Аллах нас этим наделил, и возвысили их над другими творениями, возвысили их над большинством из других творений, говорит Аллах Тааля. И в этом аяте Аллах что говорит? «Каррамна бани Адам». Мы почтили сыновей Адама, людей. В общем, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Почтили их в общем. Мы даруем им благо,
Мы даруем им свои дары, ризк, пропитание, открываем им пути для достижения своих целей. Если действительно приглядеться в эту мирскую жизнь, то мы увидим, что как добрый человек, так и злой, как благочестивый, искренний и честный, совершающий благие деяния человек, так и грешник, испорченный преступник, они все в этом мире существуют. Они все дышат одним и тем же воздухом, да, пьют ту же воду, вкушают те плоды и пищу, которую Аллах Субхану ва Тааля не спаслал. Каждый в этой жизни достигает своих целей, своих устремлений, достигает каких-то высот, обогащается, да, может достичь высот в богатстве, в положении, физической силе и мощи. И разные, так ведь и за всю историю это всегда было. Были разные тираны, которые своей несправедливостью причиняли вред огромному количеству людей. Но Аллах Субханаху ва Тааля по отношению ко всем им, Он добродетелен в этом мире. Он всем им дает. То, что они хотят, то, к чему они стремятся, Аллах Субханаху ва Тааля всем им дает, потому что Он аль-барру. Он аль-барру ко всем сыновьям Адама, ко всем людям в этом мире. И те блага, которыми Аллах Субхану ва Тааля наделил своих рабов в этом мире, их не счесть. Если вы попытаетесь пересчитать блага Аллаха, то вы их не сможете пересчитать, несомненно. Но если в этом мире добродетель Аллаха касается всех, то частная добродетель, Его доброта коснется верующих, то в следующей жизни эта доброта коснется лишь верующих. Это частная доброта в отношении Его праведных рабов. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инналь абрара лафи наим». Воистину благочестивые рабы, они в благе. Нигматта, они в благе. Они находятся в благе в этом мире, они находятся в благе в жизни после смерти до воскрешения в барзахе, и они находятся в благе после воскрешения. И можно привести некоторые примеры добродетели Аллаха Субханаху ва Тааля по отношению к своим рабам, верующим мусульманам еще в этой жизни. И из добродетели Его к своим рабам, к своим верующим рабам, это облегчение религии и не усложнение. Аллах говорит: «Юриду Аллаху бикум аль-юсра, ва ла юриду бикум аль-уср». Аллах желает вам облегчения и не желает вам тяжести. И не желает вам тяжести. Как мы уже с вами объясняли, это когда проходили имя Аллаха Ар-Рауф, всемилостивый, или, как мы тогда его переводили на русский язык, Ар-Рауф, сострадательный, да, на русский язык так переводят. Мы приводили пример того, что Аллах Субхану ва Тааля для своих рабов все облегчил. Религию Он облегчил. То, что повеления религии, они куда ниже и легче предельных возможностей человека. Так ведь мы говорили. В пример приводили пост. Аллах Субхану ва Тааля обязал нас держать пост от зари до заката. И самое долгое время это у нас 19 часов. Да? 20 часов может быть летнее время. Но это не предел возможностей человека. Как мы говорили, человек может без воды обходиться 3 дня. Без еды неделю. Но Аллах же нас не обязал этим. Аллах нам обязал всего лишь определенное время суток. От зари до заката. А в зимнее время так вообще еще легче. Так ведь 8-9 часов пост. То есть Аллах Субхану ва Тааля облегчил религию для нас. И также даже эту облегченную религию в определенных ситуациях Он еще сильнее облегчает. Как, например, путнику разрешено не поститься. Путник сокращает молитву. Больной человек также не постится.
и так далее, и так далее. Много облегчений Аллах Субхану ва Тааля в своей религии сделал. То есть из его добродетелей к своим верующим рабам, то, что он для них облегчил в этом мире. И не сделал тяжестью религию. И Аллах Субхану ва Тааля за малое благодеяние награждает, дает огромную награду. Он из своей добродетели человеку, намеревавшемуся совершить благое, но по каким-то причинам не совершившему это, по каким-то препятствиям, Аллах Субхану ва Тааля все равно записывает. Что? Все равно записывает награду, так ведь? И из своей добродетели, если человек намеревался совершить грех, но по каким-то препятствиям он не смог этого сделать, Аллах не записывает ему грех. Как об этом приходит у нас хадис достоверный в сборнике имама Муслима от Абу Хурайра, радийаллаху анху, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что говорит: если кто-то вознамерится совершить благое и не сможет его совершить, ему запишется благодеяние, саваб, награда. А если же он вознамерится и совершит его, то ему запишется от 10 до 700, в 10 и 700 раз больше награды за совершенное благодеяние. То есть Аллах Субхану ва Тааля увеличивает, приумножает, как мы качество Аллаха Субхану ва Тааля проходили, когда объясняли имя Аш-Шакур. Аш-Шакур, то есть тот, который что делает? Возвеличивает, увеличивает, приумножает благие деяния человека. Он Аш-Шакур. А тот же говорит, кто намеревался совершить греховное, но не смог этого сделать, то ему не будет записан грех. А если же он совершит его, то ему запишется один грех. Грехи не умножаются, а благие деяния умножаются. Греховное намерение не записывается как грех, но благое намерение записывается как благодеяние. Из добродетели Аллаха Субханаху ва Тааля к своим рабам то, что Он открыл для них пути и двери покаяния. Он по своей милости не оставил людей блуждать во тьме, в грехах, в грязи, в нечестии, в многобожии, в неверии, в лицемерии. А что Он сделал? Аллах Субханаху ва Тааля послал пророков, ниспослал религию и тем самым наставил своих рабов на путь покаяния, на путь очищения от грехов, на путь исправления, на путь благодетели, на путь тауба. Он сам наставил рабов, и также Он сам принимает покаяние этих рабов. Смотрите, да? То есть, если мы понять только, если попытаемся, в этом мире два человека, если поссорятся, да, один другого обидит, и обиженный, он скажет в большинстве случаев: пока не извинится, не прощу. Он и будет ждать до конца, пока тот другой извинится. В большинстве случаев. Так ведь? Он не будет каким-то образом способствовать навредившему ему человеку встать на путь извинения. Он ждет. А Аллах Субхану ва Тааля что делает? Смотрите, человек совершил грех, покушается на право Аллаха Субхану ва Тааля в его единстве, в единобожии, и Аллах Субхану ва Тааля не оставил человека. Вот покаяться, прощу его. Нет, Аллах Тааля сам наставляет человека на прямой путь, сам наставляет его на путь покаяния, путем даров или же путем трудностей и испытаний, разного рода трудности, испытания, тяжести, потери в этой жизни. Это тоже как раз таки причины, через которые Аллах Субхану ва Тааля человека наставляет на путь покаяния. Ведь сколько людей покаялись и оставили свою греховную жизнь после каких-то потрясений в жизни, так ведь? После каких-то потерь, после трудностей в жизни. То есть Аллах Тааля сам человека наставляет на этот путь, на путь покаяния. И потом сам же принимает у него это покаяние. И это есть добродетель Всевышнего Аллаха. Аллах говорит: «Куль я ибади алладина асрафу аля анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах, инна Аллаха ягфиру дзунуба джамиа». О мои рабы, которые излишествовали во вред самим себе,
не отчаивайтесь в милости Всевышнего, в милости Аллаха. Воистину Аллах прощает все грехи. Иннаху аль-гафур ар-рахим. Воистину Он аль-гафур ар-рахим. Он прощающий, Он скрывающий грехи, и Он милостивый. И Он милостивый. И в хадифе Кудси, хадиф Кудси, что такое хадиф Кудси? Хадис Кудси. Слова Аллаха, субхану ва тааля, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передает слова Всевышнего Аллаха, где Аллах говорит: «О сын Адама, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня, я буду прощать тебе все твои грехи и не буду придавать этому значения. О сын Адама, если твои грехи достигнут облаков, и ты попросишь у меня прощения, я прощу тебе и не обращу на это внимания и не придам этому значения. О сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами размером с землю, то я приду с прощением. И попросишь у меня прощения, и не предашь мне сотоварища, то есть какие бы огромные грехи ты ни совершил, но ты был единобожником, не предавал мне сотоварища, то я приду с таким же размером прощения, говорит Всевышний Аллах. И из добродетели Аллаха, субханаху ва тааля, то, что Он скрывает грехи рабов. Видя грехи человека, которые он совершает, возможно, наедине с самим собой, или в узком кругу с кем-то, его порочные желания, его грехи, человек совершает, но Аллах видит их, но Он не раскрывает это, не показывает другим людям, хотя Он спокойно может его грех раскрыть и тем самым опозорить его перед другими людьми. Но Аллах, субхану ва тааля, добродетелен к своим рабам. Он скрывает его грехи. И приходит хадис в сборнике имама Бухари и Муслим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: в судный день Аллах наклонится над своим рабом, укроет его, то есть скроет его, и будет говорить: ты признаешь этот грех? А этот грех признаешь? И так будет перечислять ему его грехи, которые он совершил. И перечислит ему его грехи, и этот человек уже отчается и будет думать, что он пропал. Да? Аллах, субхану ва тааля, все его грехи перечислил ему. Ты признаешь этот грех? Ты этот грех признаешь? Что человек скажет? Никуда он не денется. Конечно, он признает все те грехи, которые он совершил, которые ему Аллах Тааля напомнит в судный день. Но при этом Аллах это сделает скрыто. Он накроет этого верующего раба, и никто не будет слышать разговор Аллаха с этим его рабом. И человек будет думать, что он пропал, но тогда Аллах скажет: я скрыл эти грехи твои в мирской жизни, и простил я тебе их сегодня. И ему будет вручена книга с его благодеяниями. А те же, кто был неверующие же и лицемеры, то свидетели в этот день скажут: воистину они те, которые воздвигли ложь на своего Господа, и нечестивцам, и на нечестивцев пало проклятие Всевышнего Аллаха. То есть этот хадис указывает на то, как Аллах, субхану ва тааля, добродетелен к своим верующим рабам. В судный день неверующих или же лицемеров они будут опозорены. Их грехи откроются перед всеми. Если в этом мире они были скрыты, то в судный день их грехи все будут видеть. Все увидят то, что они совершали, и они будут опозорены. А верующих же рабов, Аллах, субхану ва тааля, если в этом мире Он скрыл их грехи, то также в следующей жизни Он скроет. И как в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приводится: если человек верующий скроет грех своего брата, то Аллах скроет ему грех, скроет его грехи в судный день. Из примеров добродетели Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, то, что Он
радуется покаянию раба. Он радуется покаянию раба. Аллах, нужно учесть то, что вся его добродетель, она исходит исключительно из милости его, а не из нужды в благодеяниях или же поклонении своих рабов. Нет. Аллах, субхану ва тааля, аль-бар, он добродетелен, он дарующий пропитание, он прощающий, он возвышающий одних своих рабов над другими, он наставляет на прямой путь. И все это он делает исключительно из своей милости, а не потому, что он нуждается в ком-то, не потому, что он нуждается в этом человеке, из-за этого он ему прощает, из-за этого оказывает ему добродетель. Нет. И это отличие Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, от рабов его. В этом мире, в большинстве случаев, человек совершает благо, добро другому человеку. Для чего? Для того, чтобы это добро к нему вернулось. Так ведь? Сен кешегә яхшылык эшлисең, чтобы аннары ул да сиңа яхшылык эшләсен өчен. В большинстве случаев это так происходит. Так ведь? Ты нуждаешься в его помощи, например. Ты даруешь, приходишь ему с какими-то подарками. Делаешь ему благо в надежде, что он потом тоже вспомнит это и тебе тоже окажет благо. Но Аллах, субхану ва тааля, добродетелен не из-за нужды, а из-за своей милости. Аллах, субхану ва тааля, прощает не потому, что мы заслужили, не потому, что он нуждается в этом, а потому, что он милостивый. Аллах, субхану ва тааля, мог бы человека сразу наказать за его грехи. И это была бы справедливость. Но он милостивый, он прощает эти грехи. И в хадисе, в достоверном сборнике имама Муслима, приходит хадис: воистину Аллах радуется покаянию раба сильнее того человека. И дальше пророк, саллаллаху, приводит пример. Аллах радуется покаянию раба сильнее того человека, который вышел в путь в пустыню, и его животное убежало от него. Представляем, да? В пустыню вышел человек в путь, и животное убежало его. И на этом животном вся его провизия. Еда, вода, одежда, палатка там, все у него было привязано на этом животном. И он лишился этого. Представьте, в каком отчаянии этот человек. И он уже не знает, что делать, отчаялся и уже приготовился к смерти. И тут видит, что его животное вернулось к нему. И от счастья этот человек что кричит? «О Аллах, я твой Господь, ты мой раб». Этот человек от счастья говорит: «О Аллах, я твой Господь, ты мой раб». То есть он даже уже от счастья не контролирует, что он говорит, не понимает, что он говорит. От счастья. Потому что его жизнь спаслась. И Аллах говорит, радуется покаянию человека, покаянию раба даже сильнее, чем вот этот человек радуется своей находке. И поэтому каждому верующему, естественно, нельзя отчаиваться из-за своих грехов, заниматься самобичеванием, скажем, впадать в отчаяние. Нет. Человек, какой бы он грех ни совершил, если он покается, Аллах Всевышний, субхану ва тааля, прощает его грехи, нет в этом сомнения. И напоследок упомянем то, что одно из правил качеств Всевышнего Аллаха и его имен, если Аллах, то есть Аллах обладает благородными качествами, и Он любит, чтобы эти благородные качества отражались также в его рабах. Аллах красив, как в хадисе пророка, саллаллаху, приходит, и Он любит красоту. Аллах милостивый, и Он любит, чтобы другие тоже были милостивы друг к другу. Аллах знающий, Он возвышает знающих. И так далее. Каким бы благородным качеством Аллах не обладал, Он любит, чтобы его рабы тоже в них отражалось это благородное качество. И также с этим качеством аль-бар, добродетельный.
Аллах добродетельный по отношению к своим рабам, и Он любит, чтобы люди тоже были добродетельны по отношению друг к другу. И в суре Аль-Бакара Аллах говорит: «Лейса аль-бирра ан туаллу вуджухакум кибаля аль-машрики валь-магриб». И нет добродетели в том, чтобы вертеть свои лица, направлять свои лица в сторону заката, запада или в сторону востока. Но благодетель же, добродетель — это уверовать в Аллаха, в судный день, в ангелов, в Писание, в пророков и давать свое имущество, которое ты любишь, близким, сиротам, беднякам, путникам, просящим, и для освобождения раба, и совершения выставления молитвы, выплачивать закат и придерживаться своих договоров. То есть Аллах Та'аля приводит примеры здесь добродетели. И что же такое добродетель? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе сказал, когда один сподвижник пришел, у него начал спрашивать о добродетели, он говорит: добродетель — это благой нрав. Добродетель — это благой нрав. Холук. Яхшы холук ол аль-бир дип атала. То есть, если ты хочешь, чтобы вот это качество Всевышнего аль-бир, добродетель, отражалось в себе, то ты должен работать над своим нравом. И нрав можно даже тем самым привести к тому, что нрав — это есть отражение твоего имана, твоей веры, твоей акиды. Потому что вот мы изучение имен Аллаха, его качеств — это есть иман, это таухид, это единобожие. Мы узнаем, какой Он Аллах. Так ведь? Аллах, мы узнали, что Он Аллах, Он добродетельный. Аль-бир, аль-бар. Он добродетельный. Если Он добродетельный, значит, мы узнаем, что Он любит добродетельных. И получается, если ты хочешь узнать, уверовал ли ты в качество Аллаха, такое как добродетельность, то ты должен посмотреть на себя. Являешься ли ты сам добродетельным? То есть вот так вот получается. Каждый раз, когда мы узнаем изучение качеств Аллаха, Его имен, Его атрибутов, это есть акида, это есть таухид, это есть единобожие. Но это единобожие, оно, если искреннее, то оно отражается в твоем нраве. В твоем нраве оно отражается. И поэтому некоторые разделяют. Почему, говорят, нрав изучаете, не изучаете акиду, таухид не изучаете. А это все взаимосвязано. Все это взаимосвязано. То есть акида твоя должна отражаться в твоем нраве. Если в твоем нраве это не отражается, ты никак не изменился за все те годы, которые ты являешься мусульманином, верующим, изучая при этом науку единобожия и единство Аллаха субхану ва тааля, то получается, ты не взял пользу из изученной тобой науки. Не взял пользу от изучения единобожия Всевышнего Аллаха. Просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он сделал наши лекции, наши уроки полезными и облегчил нам жизнь согласно этим нашим лекциям и совершение благих деяний. Субханак Аллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله